Justin Gage'ə qarşı 2 dəfə döyüşdü. Təəssüf ki, məğlub olduq. Amma biz gördük ki, Justin həqiqətən zəif değildi və gəldi yenidən çempion oldu. Bu barədə fikirlərin nədir? Да, Джастин, конечно, заряд хороший дал. У меня с ним такая небольшая история. 30 минут в клетке, 2 боя. Одно на коротком уведомлении на 7 дней. И он показал такой крутой бой. Замотивировал меня этим своим выступлением. Вот. И у меня есть такая небольшая история. Из-за того, что у меня есть такая небольшая история с ним, мне было приятно видеть его выступление. Ну и при том, как бы, когда я думаю, у бойцов 2 боя случается, если у них не было никаких конфликтов, и когда у них случается такое долгое время в клетке, обычно это сближает как-то. Ну, лично у меня всегда так было с детства, да, когда ты с кем-то подрался в школе, там, потом он твоим другом становится обычно. Ну, у меня так было, бывало. Поэтому какие-то такие теплые отношения переходят после этого. Да, и очень рад за него. Замотивировал меня победой, замотивировал меня своим выступлением, и в субботу эта мотивация проявится. Və Justin Gage 2 dəfə qələbə çalıb və ondan sonra da yəni ki sizin üzərinizdə və sonra isə başqa yerdə qələbə çalıb. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Deyərdim ki, Justin həqiqətən də yaxşı enerji verdi. Onunla belə kiçik bir hekayəm var. Qəfəsdə 30 dəqiqə idik, 2 döyüş oldu. Biri qısa bildirişlə 7 günlüyə və o elə möhtəşəm bir döyüş göstərdi ki, mənə beləliklə motivasiya verdi öz çıxışıyla və deyərdim ki, onu yenidən yəni görmək xoş olardı mənə. Və həmçinin də uşaqlıqda necə olur məktəbdə, birinlə dalaşanda, ondan sonra həmin uşaqla biz dostlaşırdıq. Burada da həmçinin deyərdim ki, o mənə motivasiya verdi, ilham verdi və şənbə günü də bu motivasiyanın özünü göstərəcək. Rafael, onlar arzulayıram. Rəqibin haqqında nə deyə bilərsən? Onun ən güclü tərəfi hansıdır? Что можешь сказать о сопернике, каковы его сильные стороны? Соперник сильный, высокий. Высокий, как и все мои соперники, в принципе. Есть мощь в руках, есть гранаты в руках. Верит в эти гранаты. Ну, у меня то же самое, в принципе. Тоже гранаты в руках есть, тоже в них верю. Но я как бы после всего того, что у меня в UFC было, столько боев, все вот это вот, весь этот опыт, который я накопил за всю свою карьеру, я как бы вижу сильные стороны, и я понимаю, в чем его слабости, и я буду использовать свои сильные стороны против его слабостей. Rəqibim hündürdür, ümumiyyətlə bütün rəqiblərim kimi. Deyərdim, gücümüz əllərimizdə də, onun əlində də qumbara var, mənim əlimdə də. Yəni biz buna inanırıq və əslinə qalsa, indiyə qədər UFC-də çoxlu mənim döyüşlərim olub. Ona görə bütün bu təcrübəni, bütün karyeram boyu topladığım bu təcrübəni mən göstərəcəm bu döyüşdə və onun zəif və güclü tərəflərini bilirəm. Ona görə də öz güclü tərəflərimi onun zəif tərəflərinə qarşı istifadə edəcəm. Rafael, 5 döyüşlü, yəni 5 raundluq döyüş üçün yəni hansısa bir planın varmı? Yəni döyüş 5 raund çəksə? Если бой продлится 5 раундов, есть ли у тебя какой-то план? Ну, я всегда, когда 5 раундов, на 5-раундовые бои готовлюсь, ну, это уже 3-й раз получается, и даже 4-й раз. Один не получился против Чарльза Оливейра. Вот. Я рад, наоборот, 5 раундам, потому что в 5-раундовом бою я как будто бы себя более уверенно чувствую. У меня как будто бы, я понимаю, что у меня больше времени для того, чтобы отработать. Ну и, не знаю, 25 минут, когда ты более понимаешь соперника, более во время боя тоже более его чувствуешь, более его понимать начинаешь. И бой красивее всегда получается. Поэтому если этот бой пройдет все 20 минут, 25 минут, как бы я уверен, что это будет более красиво, чем обычный 3-раундовый бой.
Əslində qalsa bu artıq dördüncü dəfədir, üç idi, amma biri Charles Riviera ilə alınmadı və deyərdim ki, bu 5 raund daha yaxşıdır. Burada rəqibini başa düşmək, onun belə deyək, zəif güclü tərəflərini görmək daha asan olur və düşünürəm ki, 20 dəqiqə davam edərsə, mən artıq daha yaxşı biləcəm nə etməli olduğumu və bu raund daha da belə parlaq, daha da həyəcanlı olacaqdır. Rafael, uğurlar arzu edirəm döyüşdə. Nəzərə alsaq ki, doğma publika önündə döyüşəcəksən. Bu döyüşdə sənə daha çox fiziki hazırlıq kömək eləyəcək, yoxsa psixoloji hazırlıq rəqibə üstələmək üçün? Hamısın yaxşı. Hamısın. Я готов к бою, подготовлен, я уверен в себе. Я не приношу то, что происходило у меня что-то плохое в карьере. За моей спиной я не приношу это в будущее, не приношу это на сегодня. И я улучшался все это время, пытался быть лучше, пытался чему-то научиться новому. Я чувствую, что я учусь чему-то новому, улучшаюсь в этом деле. И да, как сказать, я уверен в себе. И в субботу я буду идти вперед уверенно, работать. Буду тем Рафой, который был всегда, да. Mən hazıram, döyüşə hazıram, yaxşı hazırlaşmışam və deyərdim ki, şənbə günü də sizin tanıdığınız o Rafı görəcəksiniz və əminəm və irəliyə doğru əminliklə addımlayacağım. Ваш соперник Мануэль Торрес заявил, что вам было сложно изучить его стиль, поскольку большинство своих боев он заканчивает нокаутом уже в первых минутах. Что бы вы ответили на такие слова? Sizin rəqibiniz Manuel Torres qeyd etdi ki, yəni onun üslubunu öyrənmək sizə çətin olur və o yəni çox tez bir zamanda ilk dəqiqələrdə nokautla bitirir döyüşü. Bu sözlərə nə cavab verərdiniz? Ну да, он он в принципе логично так сказать, но он такой боец тоже особо много не делает чего-то там суперского. Он делает простые вещи достаточно хорошо, достаточно быстро и со взрывом. Вот, поэтому я с такими много встречался в жизни, как он. Вот, он просто делает обычные простые вещи достаточно хорошо. И ничего такого специфичного в нем супер крутого, там где-то какие-то развороты, какие-то уклоны, какие-то там вот эти вот моменты. Все очень просто, вперед-назад, атака, защита. Поэтому его особо изучать не надо. Можно все его 3 нокаута в первых раундах посмотреть, уже в принципе становится понятно, какой он боец. Prinsipcə bunu belə demək məntiqlidir. Yəni deyərdim ki, onun super belə gücü yoxdur. Yəni qeyri-adi onun belə deyək dönmələri və yaxud da ki fəndləri yoxdur. Sadəcə o sadə şeyləri, fəndləri çox yaxşı və sürətlə edir. Yəni onun üslubunu öyrənmək üçün sadəcə 3 nokautuna baxmaq lazımdır. Bu da kifayət edir. Rəfəli, sabahki qarşılaşmada sizə uğurlar arzu edirəm və bir ildən sonra yenidən doğma publika önündə döyüşəcəksiniz. Ümumiyyətlə siz dünyanın bir çox ölkələrində çıxış eləmisiniz, uğurlara nail olmusunuz. Ümumiyyətlə doğma Bakıda, doğma Azərbaycanda çıxış eləmək və siz sevən azgəşlərin önündə çıxış eləmək necə hisslərdir? Рафаэль, вы будете выступать в поединке, который состоится на вашей родине. Однако мы знаем, что вы также участвовали в разных уголках мира на этих поединках. Сейчас же вы будете выступать в родном городе Баку. Как это влияет на вас? Что это для вас? Ну, для меня это... Вообще для меня, для моей истории, для моей семьи это что-то необычное, что-то супер необычное. Потому что когда-то давным-давно, как я уже говорил это на этой неделе, когда-то давным-давно моя семья была отсюда, как сказать, отправлена в какую-то куда-то в Центральную Азию и выжила там и поднялась. И после долгого времени, после там 3 поколений, грубо сказать, 2-3 поколений, я вернулся на родную землю со своим именем, да, с тем, что я имею. И для всей моей семьи это очень много. Я уверен, мои деды, они были бы очень горды этим, если бы видели. И мой отец этим горд. И для меня, и для моей семьи это большая история.
А драться на родной земле, в Баку, в этом светлом городе, я приезжаю вот второй раз уже драться и, честно сказать, чувствую такое супер спокойствие внутри, потому что обычно я сюда приезжаю там, отдохнуть, видеться с родственниками, вкусно кушать, гулять, наслаждаться нашей красотой, а тут приезжаю драться. И уже второй раз я чувствую огромное спокойствие на душе, никакого давления, просто ноль давления. Душа очень спокойная, и я уверен, после того, как я взвешаюсь, я начну ловить заряд, и вот эта поездка уже на саму арену, выход на бой, это зарядит меня, как и в прошлый раз. Но в течение недели я прям очень сильно спокоен, и вообще как будто бы такого чувства нет, что я драться приехал. Ümumiyyətlə, mənim və ailəm üçün bu çox qeyri-adidir. Bizim də öz hekayəmiz var. Yəni, illər öncə ailəm Mərkəzi Asiyaya göndərmişdir. Orada sağ qalaraq yəni, yaşadı, ayağa qalxdı və uzun müddətdən sonra, hətta deyərdim ki, 3-cü nəsildən sonra mən buradayam. Düşünürəm ki, babalarım sağ olsaydı bunu görməyə çox şad olardılar, qürur duyardılar mənimlə. Yəni atam da mənimlə qürur duyur. Özüm isə bir həftəyə yaxın buradayam və özümü çox rahat, çox sakit hiss edirəm. Yəni insanlar tərəfindən heç bir təzyiq görmürəm və s. Ona görə də mən də həmin o anı gözləyirəm ki, yəni durub arenaya gedəcəm və orada döyüşəcəm. Rafael, idmandan kənar 2-dən sual vermək istəyirəm. Xatırlayıram ki, iş döyüşlərində UFC-də papaqla çıxırdın döyüşlərə, yəni mətbuat konferanslarına və hətta bildirmişdin ki, bu papağı mənə Akşin Babayev hədiyyə eləyib. Sonradan biz bu ənləni görmədik. Digər sualım ondan ibarətdir ki, sənin sosial şəbəkə hesablarında görürük ki, daha çox belə deyək, ət yeməklərinə üstünlük verirsən. Demək olar, yəni yeməkdən zövq alırsan, belə deyək. Demək olarmı ki, ümumiyyətlə pəhriz saxlamaq sənin üçün döyüşdən daha çətindir? Первый вопрос заключается в том, что в ранних поединках вы всегда выходили с папахой, которая была подарена Акшином Бабаевым. Однако эту традицию вы затем оставили. Мы не увидели этого. И второй вопрос – социальные сети. То есть в социальных сетях мы часто видим, как вы выставляете фотографии мясных блюд. Значит ли это, что сражаться для вас сложнее, чем держать диету? Конечно. Для любого азербайджанца сражаться легче, чем быть голодным, я думаю. По поводу папахи, к сожалению, в последнем бою я ее забыл дома. Да, из-за того, что я забыл дома ее и уехал в Австралию, а в Австралии папаху не найдешь уже. Вот. Ну, как-то вот эта суета вся, когда выезжаешь на бой, и во всей этой суете как-то забыл дома папаху. Ну вот, и вот так вот вышло. А так я не оставлял это папаха со мной. Вот, это подарок моего хорошего брата Акшина. И плюс это моя идентичность, моя история, мои корни. Bəli, hər Qafqazlı üçün olduğu kimi, mənsəbi ki, pəhriz tutmaq savaşdan, döyüşdən daha çətin olur. Papağa gəldikdə isə bir dəfə mən Avstraliyaya gedəndə onu təsadüfən unutdum. Orada isə heç başqa bir papaq tapa bilmədim. Amma bu papaq həmişə yanımdadır. Mənim yaxın, əziz bildiyim dostum tərəfindən, Akşin tərəfindən mənə hədiyyə edilibdir və bu papaq mənim üçün bir enerjidir, bir kimlikdir. Yəni çox vacibdir mənim üçün. Rafael Fiziev-Torres dueli gecənin əsas döyüşü olacaq. Daha maraqlıdır gecənin əsas döyüşündə döyüşmək, yoxsa digər döyüşlərdən fərqli olaraq 5 raund nəzərdə tutulması biraz daha çətinlik törədir? Суалы там başa düşmədim. То есть ты будешь в мейн-ивенте драться 5 раундов. Что тяжелее, драться в мейн-ивенте или драться 5 раундов? Ümumiyyətlə, əsas döyüşdə iştirak eləmək daha maraqlıdır, yəni əsasda, yoxsa 5 raund olduğu üçün o çətindir digərlərindən fərqli olaraq? То есть драться в 5 раундах тяжелее, чем обычно. Ama o cavab verdi ki, əslində xoşlayır. Bundan qabaq o suala cavab verdi. То есть драться в 5 раундах тяжелее, несмотря на то, что это main event.
Rafael, Geci qalib gəldi və Conor McGregor geri dönəcək. Holloway ilə döyüş var. Hətta onun İslam Makhaçevlə də mümkün döyüşə ehtimal olunur. Necə fikirləşirsən? Conor McGregorun UFC geri dönməsi lightweight-ə bir rəng qatacaqmı? Конор Макгрегор возвращается, хотя это бой будет в среднем весе, но... Да. Да, Конор, то, что Конор возвращается, это хорошо, в общем, для всей индустрии, для UFC хорошо. Потому что это все равно, как-никак, это звезда, которая тоже лицо UFC, я верю, что он одно из лиц UFC. В свое время его работа сделала такой большой всплеск, подъем ММА и всего UFC, я думаю, во всем мире. И то, что такая звезда возвращается обратно и будет драться, это круто. Но после 5 лет его кайфов, я думаю, ему чуть сложновато будет. Тем более против пацана, который все эти 5 лет на высоком, на супервысоком уровне выступал, показывал такие бои, которые можно смотреть по 10 раз. Ну, чуть ему сложновато в этом будет, конечно. Но в общем, это хорошо для всей индустрии, что он возвращается сюда. Bəli, Conor McGregorun qayıtması təbii ki, UFC üçün çox yaxşıdır. O ulduz olub və UFC-nin simasıdır. Hətta onun döyüşləri bir vaxtlar böyük sıçrayış yaradaraq UFC-ni yüksəltdi bütün dünyada. Əlbəttə ki, onun qayıtması çox yaxşıdır. Sadəcə məsələ orasındadır ki, 5 il ərzində o döyüşməyib və hal-hazırda 5 il ərzində çox möhtəşəm və dəfələrlə baxılacaq, yəni döyüşləri olan gənc döyüşçü çıxacaqdır ona qarşı. Ona görə də bu baxımdan təbii ki, yəqin ki, ona çətin olacaqdır. Assalamu alaikum. Rafael, demiştin ki Azərbaycan dilin üzərində işləyirsən. Azərbaycanlı azarkeşlərə bir söz demək istəyərdin? Понимаю, не понимаю, да? Ты сказал, что работаешь над азербайджанским языком. Возможно, как-то хочется обратиться к фанатам на азербайджанском. Мне сложно обращаться, говорить по-азербайджански. Я, к сожалению, вырос не там, где не говорят по-азербайджански. У меня отец азербайджанец, мама русская, и как бы я рос там, где не говорили вокруг по-азербайджански, поэтому у меня есть с этим сложности. Но я, в принципе, понимаю лучше и лучше, чем больше времени здесь нахожусь, понимаю лучше и больше, и даже говорить уже начинаю. Просто мне надо больше времени проводить в Азербайджане, чтобы, я думаю, если я год здесь поживу без остановки, я уже точно начну разговаривать как бы с lehkостью нормально. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan dilində danışmaq mənə çətindir, çünki mən özüm elə bir məkanda böyümüşəm ki, orada Azərbaycan dilində danışılmır. Atam Azərbaycanlı, anam Rusdur. Amma mən yəni vaxt keçdikcə, daha da tez-tez bura gəldikcə sanki daha yaxşı başa düşürəm və yəni yavaş-yavaş da danışacağam. Yəqin ki, düşünürəm 1 il qalsam rahat danışacağam. Rafael. Assalamu alaikum, Rafael. I have a question about the Kazakhs. A lot of Kazakh fans support you because you were born in Kazakhstan. What do you like to say to them? For Kazakh Wa alaikum fans? salam. Yeah, like I'm born in Kazakhstan. I'm born in Kazakhstan and I live in Kazakhstan 12 years before my family moved to Kyrgyzstan. Yeah. I still have all of my family is still in Kazakhstan, in South Kazakhstan. Yeah. So, and every time I visit them, yeah, So with Kazakhstan I have a close. Yeah, Kazakhstan is close to me because I born there, I grow there, and all of my family there. Yeah, and Kazakh people from Kazakhstan, they support me a lot around the world. When I go into Kazakhstan, they're showing me them love and their respect. Yeah. Hey Fizel, this 2 year you fight the main card in Baku. Also you have a lot of fun in Turkey, and you know Turkey and Azerbaijan like brothers. If the UFC comes to Istanbul one day, would you like to be main event in there like Baku? Yeah, Turkish
Turkish people and Azerbaijani people, we are very similar, and yeah, we are like brothers. And if UFC coming to Istanbul, why not? Why not? If you guys have no tax, I will be happy to fight there. Рафаэль, приветствую тебя. Рад, что в очередной раз возглавляешь турнир. Хочется немножко еще поговорить про бой Джастина Гейджа и Ильи Тапури. Очень много после этого боя разговоров о том, что бой был купленный, подставной, что невозможно такой урон нанести руками, как сделал Джастин Гейдж, что у него был какой-то бетон там запаян внутри. А вот ты, как человек, который 2 раза с ним дрался, можешь немножко рассказать про удары Джастина и вот все-таки про урон, который они могут нанести? Да, 100% у него, что-то там они подделали, они ему перчатки, когда я с ним дрался, они тоже ему там свинец влили 100%. Это он не... Да не, фигня это все, шняга, блин, которые, когда говорят, подкупили там то, это, дали ему что-то в перчатку засунуть ему. Это болтовня людей, которые никогда этого не смогут доказать. Поэтому это просто болтовня как бы фанатов, которые далеки от этого спорта еще. Потому что тот, кто внутри этого спорта крутится, варится, я думаю, никогда не скажет, что там есть что-то подставное, что-то подкупное, и что ему там дадут в руки засунуть какой-то там свинец или там, я не знаю, какой-то кебаб. Поэтому шняга это все, короче. И вот еще вопрос. Last question. Последний вопрос. Да. Еще вопрос. Джастин Гейдж – это возрастной боец для легкого веса. Тебе сейчас 33 года. Насколько это мотивирует вообще, что вот, когда ты видишь, что парень, который тебя старше на 6, получает, на 5 лет, стал чемпионом, что все еще впереди? Ну, у меня сейчас райский возраст. Да. Я чувствую себя отлично. И я не знаю, мне кажется, я всегда думал, что, наверное, возраст, конечно, имеет значение, но то же самое имеет значение то, как ты пришел до того момента, вот сколько там, 35-36 лет. У кого-то может быть за спиной 300 боев к 35 годам, а у кого-то может быть за спиной 25 или 30 боев. И поэтому, как бы, когда у тебя 300 боев и когда у тебя 30 боев в твоей карьере, ну, разница есть, как бы, вот. Тело подизнашивается побольше, наверное, того, у кого 300 боев.